Фу-фу-фу. Сегодня я столько намучился. Надо немного отдохнуть. Я даже не хочу заморачиваться с этими варежками. Собственно, голову морочить вообще не хочу. У меня сегодня... Жаль, что я не снял, как я потерял квадроцикл. Боже мой, это просто... Я просто был в шоке. Я даже не понял, где я его потерял. Слышу звук, бах. Ну, бах и бах. Оно как трясло, так и трясет. И пикап, вот, собственно, по барабану, что он есть квадроцикл, что его нет квадроцикла. Вот. Приехал на это место. Тут Таргим как раз напротив. Там здесь церковь сзади меня. Альби Ежды. И вот так вот. И нету его. Боже мой. Я думал где-то здесь, где-то по этим буеракам, пока ездил. Оказывается, я его вообще на дороге потерял. И он стоит скромненько. Все дощечки, все веревки, вот эти все. Опять она расслабилась, надо ее протягивать. Протягивать через полкилометра. А я расслабился, сегодня целый день ездил, вроде все нормально было. Сегодня я натерпелся, это уж надо было мне. Поехал в этот. Мяшки. Кошмар. Там трава выше квадроцикла. Там эти слепни меня просто задолбали, у меня рожа опухла. Не очень удачно встал. Мне с дороги, видать, это еще фонарик этот. Ну ничего, я думаю, ничего страшного. Тишина. В ущелье Асса, нету ветра. Это второй раз. Я сколько раз ездил. Здесь, ну, может, ночь, из-за ночи. Хотя я остановился ночью. Да, было как-то. Я остановился. И тишина была. Но утром придет. Ну, о. Вот сейчас я показываю, там видать, не видать. А вон отсвечивает. Еще раз. Вот это Альби Ерды, церковь. Православная церковь, это христианская была. Там даже находили эти Библии старинные, там, когда было сложено. Это не видать, да? Слабый фонарик, конечно. Таргим. Старый город. Вообще это Таргимская котловина называется. И тут в средние века жизнь била ключом, честно говоря. Тут Таргим, там Эгекал, там этот Хамхи. Это как бы три братья, говорят, построили это все. И здесь здесь именно вот это рынок, тут это все прям этот, прям на этом месте наверняка я стою прям. А сейчас тишина. Ну так всегда бывает. Не видать. Нет, это слабенькие, конечно, прожекторы. Это не прожектор, а просто фонарик. Ну ладно, что есть, то есть. Луна сегодня. Только что была, светила и вот ушла. Красиво. Ну, я надеюсь, она еще придет. Я сейчас часик-полтора, наверное, точно спать не буду, еще рановато. Буду сидеть здесь. Это редкая, большая редкость. Вот, по-моему, раз или два в год выпадает, что я так вот выйду в тишине. В тишине аж в ушах звенит. Вот сейчас, если была бы такая возможность, я попробую фотоаппарат вытащить, но, по-моему, фиг бы он что снимет. Вот. Я вижу эти башни. Вот они. Ну да, луна ушла. Но, тем не менее, я их вижу. Я был в Таргиме, очень советую туда сходить. Там Исмаил Куф есть вот в этой стороне. Тоже мимо, там уже я уставший был, но все равно у меня сил хватило подняться. Тоже очень интересное. Так что терзайте, кому интересно это все. Кому не интересно, можно, конечно, в телефоне сидеть целыми днями. Досадно мне, я не буду пальцем показывать, конечно, но я так не могу. Вот.
Поставил свое лицо, физиономию. Тот фонарик у меня такой сдохший. Но он на автомате работает, на движение. Такой одноразовый, короче. Раз посветил, второй раз не обязательно. Ну вот, я тут вникал в эту. Ну так же и жили вот ингуши. Древние люди. Древние. Ну, древние, я считаю, 500 это древние. Минус 500. Отсюда с нашего 500-600 лет. От 2026 года. Довольно этот нормально. Древние. Можно, конечно, и, там 1000 лет и минус 200, 300, 500 до нашей эры. Это уже нормально. Мне старина вообще всегда нравилась. Я как-то получалось так, что я в детстве, вот это вот меня водили в детстве в этот краеведческий музей Новокузнецкий. Как я не Новокузнецкий, но в смысле я не в Новокузнецкий, приезжал бабушка, и меня каждый раз водили туда, в этот музей. Вот что я хотел сказать. Так что, ну, что это подействовало. Ну, меня всегда привлекало. Всю жизнь прожил в тундре. Можно сказать, что Сургут это, ну, недалеко от тундры. Там не особо такого. Стыду сказать, я в Сургуте не был в этом краеведческом музее. Я так собирался, так и не дошел. Ну, там сам старый Сургут, и, насколько я помню, тогда в детстве он сам краеведческий музей был. Там столетний, даже больше. Так, ну, так немного истории Сургута знаю, конечно. Но не больше этот Сургут уже Сургутом. А сейчас живу здесь уже последние годы. Вот. Последние годы это уже 10 лет почти. 9 лет. На следующий год будет 10 лет, как я на пенсии. И вот я езжу и не нарадуюсь, и благодарю Бога, что дал возможность мне вот это посмотреть все. Я даже и подумать не мог, что я буду ездить по Кавказу. Ну, пикап-то у меня был раньше. Квадроцикл был сургутский. А что я до этого еще ездил на мотоцикле, это просто сегодня уже замой, как бы, не то, что не была цель. Квадроцикл нужен для того, чтобы такие незаездные места, чтобы пешком. Ну, в принципе, он выполнил. Я заехал, но дальше у меня сил не хватило, чтобы там еще где-то пройти чуть-чуть. Ну, посмотрите там видео, кто смотрел мое видео. Это там оно видать все. Это просто невыносимо. Невыносимо, блядь. Там слепни вот эти летят, они просто... Я же еду на квадроцикле, там, по сути, получается, высота травы такая же, как квадроцикл. Поднимаю этих слепни, слепни, естественно, куда им? Они на меня кидаются. Это... Вон они летают, эти твари, а меня сожрали в хлам. Вот. Было. Там рой был. Рой, это я не знаю, там, я не ставил камеру вот эту. Просто этот, так вот, иногда снимал. Но это было невыносимо. Потом я уже оделся. Потом я свалился какой-то там забор. Ну да, по-нашему забор, стена крепостная, да, такая вот. Ну, ее разобрали. Ну, я мимо ее и шуга. Ну, ладно, хоть я там ничего не сломал. Там такие глыбы лежали. Но в итоге я прикоснулся только к мяшке. Едет кто-то ко мне. Похоже, ко мне едут кто-то. Ну ладно, кто-то, короче, прикоснулся к этой башне мяшки. Мяшки. Я так и не, я же ингуш, я все-таки не выговариваю. Ну вот. И я рад. Потом я съездил еще в Меллер. Но я до конца опять не дошел, потому что там невыносимо. Я, знаешь, честно говоря, у меня часть моего организма, которая ниже копчика, бывает, что сжимается. Не знаю, как, у кого как, но потому что я абсолютно один на этом маленьком квадрике. Он, конечно, молодец. Ну, я тоже молодец. Ну, вот и съездил. В принципе, я закрыл гельшафт. Гельшафт я закрыл, но не хотелось бы побольше там, конечно, но уже или по осени, или никогда. В смысле, по осени, когда травы не будет. Потому что трава в рост человека, это невыносимо. Надо хотя бы видеть, куда ты едешь. Я же на нем ехал один раз. Ну, ладно, хоть я потихоньку так еду. И, кстати, там проходные такие, что, похоже, и медведь ходил. Он же должен где-то питаться. Потому что в этой траве такие траншеи, не траншеи, но видно, что кто-то шел. Но человек там не будет ходить. Это понятно. Ну, может, там олени какие-нибудь, и тоже.
Ну, я сейчас подумал на медведя. Ну, естественно, вот так вот. Ну, что еще сказать. Все, наверное, пора. Фу-фу-фу, пора отдыхать. Я себе уже настроил кроватку. В машине у меня палатка есть, но что-то у меня... Хотя я же подумаю еще, может, и палатки лягу. Палатки более просторные. Я когда за пикапе ночевал, там на Джилусу, Карачаевском, и посетила меня эта клаустрофобия. Я же выскочил с машины такой под утро. Аж порвал себе рубашку. Было такое, то что маленькое расстояние между где я сплю, и потолком. Вот как-то мне так застряло это. Ну, посмотрим, если что, палатка есть, ну, постелим. Ну, а что мне делать? Я на пенсии, ну ладно. Пока еще посижу, посмотрю куда-нибудь на небо. Красота, кстати говоря. Дай-ка я посмотрю. А, вот, сейчас я сделаю. Вот такая красота. Это не первый раз, кстати, она почему-то такой получается у меня здесь. Вот. Ну, красиво же, да? Я не могу увеличить, наверное. Сейчас, да? Попробую. Ага, немного увеличил. Вот. Ну-ка, еще раз. Слушай, я каждый раз вожу с собой этот фотоаппарат. Здесь быстрее намного получается. Фотоаппарат мой остался от жизни. Вот. Я просто пальцы развел, и получилось. Для Инстаграма, для Ютуба пойдет, а больше нигде не принимает мои видео. То, что было, прошло. Ну ладно, пока еще.